Обычно строгий и деловой холл Совета Федерации сегодня больше похож на огромную ярмарку. Атяшевская колбаса и чалковские сыры, солнечные батареи и оптиковолоконный кабель. Неподалеку режут по дереву тавринские мастера. Все это Мордовия. Руководитель Совфеда Валентина Матвиенко от такого разнообразия слегка растерялась. Но Владимир Волков настойчиво вел главу Сената по экспозиции. Лицей для одаренных детей. Он твердо на втором месте во всей Твердо России. на втором месте на всей России. Да, но по количеству наград завоеванных на международных олимпиадах, он, значит, у нас, мы вроде не знаем, кто больше завоевал. Директор музея Эрзи Людмила Нарбекова представляет в Сенате уменьшенные копии работ великого Эрзи. С ними музей путешествует по всей России. Мобильная версия помогает сделать высокое искусство ближе к людям, показать его тем, кто раньше не имел возможности увидеть оригиналы. Это из цельного куска? Это из пластмассы. А цельный метр 90 цельного дерева. Дни Мордовии в Совете Федерации в таком формате проходят впервые. Накануне состоялись сессии сенатских комитетов. Говорили о самых больных вопросах – финансах, строительстве, инфраструктуре и социальной политике. В заключительный день Владимир Волков презентует регион на 430-м заседании Совета. В Мордовии нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых. Поэтому отсутствие минеральных ресурсов подстегивает нас создавать умную экономику, идти по пути инноваций, развивать современную промышленность и село, готовить кадры нового века. И эта стратегия приносит реальные результаты. За последние 5 лет валовый региональный продукт увеличился на 22,3%. Объемы производства выросли в промышленности на 20%. В сельском хозяйстве на 30%. В 2017 году индекс промышленного производства превысил 110%. После большого заседания с участием сенаторов Валентина Матвиенко общается с Владимиром Волковым уже в более закрытом режиме. Здесь тоже говорят о социально-экономическом развитии республики и о финансах. Я думаю, что и в нашем постановлении мы это отразим, и вместе поработаем, и сенаторы подключатся обязательно, чтобы все-таки разрулить ближайшие 2 года ситуацию, вывести ее с такой критической. И здесь ваше предложение. Конечно, правительство, честно говоря, сердится на вас, и мы уже это почувствовали, пробивая, согласовывая проект постановления, что вот, не будем помогать, надо вводить казначейское, это самое. Но это все эмоции. Я вчера на сайте палаты сказал, там живут люди, люди не должны страдать. Руководство эти деньги не украло, не прогуляло, а потратили на инфраструктурные проекты, на иные проекты, на развитие. Это все очень хорошо, но все равно лучше жить на свои, да. Не это самое. Поэтому сейчас уже надо этот ком снежный остановить. Я знаю, что сейчас идут переговоры, не знаю, завершены или нет, по реструктуризации бюджетных кредитов. Сейчас мы просим, чтобы индивидуально принято было для нас, и уже сформировали предложение по реструктуризации. Владимир Волков в это время едва успевал раздавать интервью многочисленным журналистам, которые ждали главу Мордовии в холле Совета Федерации. Одни спрашивали его о том, как развивается биохимика, а другие выясняли, успеет ли Саранск приготовиться к играм чемпионата мира по футболу. Сейчас можно сказать, что практически все объекты готовы. Ну, там где-то мелочи остались, гостиничная структура готова. По итогам культурно-экономического форума сенаторы приняли за основу проект постановления Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Мордовии. Уже деловые все вопросы, которые мы ставили здесь в Совете Федерации, и то, что мы планировали, задачи, которые здесь практически не решены. Еще раз показалось, что Совет Федерации будет поддерживать республику во всех вопросах. Юлия Пурнова, Павел Талабаев. Наши новости из Москвы.